свое начали. В принципе, вопросы и прочие, которые будут обсуждаться, огласили. Но сегодня у нас расширенное заседание Общественной палаты с участием председателей советов, общественных советов, органов исполнительной власти. Абсолютное большинство сегодня здесь присутствует. О роли и значении общественного контроля в деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления. Присутствуют и представители с района. Но, уважаемые коллеги, сегодня к нам приехал Гриб Владислав Валерьевич. Он председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Далее, значит, к нам приехал Бажинов Михаил Александрович, член Общественной палаты Российской Федерации от Белгородской области, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Так что, вот, уважаемые коллеги присутствуют. Но мы договорились о том, что предложить такую схему работы. Да? Дать слово нашим гостям, затем, значит, вопросы и наши предложения. Что конкретно, четко, к сожалению, времени у нас не так много, поэтому, Владислав Валерьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Такая насыщенная программа с 7 утра. И встречи с руководителями администрации, с председателем Госсовета и форум. Но мне кажется, наиболее интересная содержательная встреча будет здесь. Я, так сказать, это виновник и один из авторов закона об основах общественного контроля. 6 сроков я уже в Общественной палате Российской Федерации веду эту деятельность. И я хочу сказать, что на общественных советах лежит особая роль, особая ответственность. Не все это понимают, правильно воспринимают. Есть недостатки, безусловно, в федеральном законе. Не идеальны наши, и ваши, в том числе, региональные законы, наша нормативная база. Но я хочу сказать откровенно, что, наверное, если сравнить со странами европейскими, нашими соседями, у нас такой закон уникальный, нигде такого нет. Наверное, в каких-нибудь, может быть, скандинавских странах, там, в западных, иные модели общения государства и общества. Но я считаю, что закон об основах общественного контроля, который был одобрен 5 лет назад, скоро будет юбилей, это прорыв для взаимодействия между государством и гражданским обществом. И вообще, те возможности, которые нам дает общественный контроль, это уникальные возможности, но есть несколько, наверное, замечаний. Первое замечание: не все чиновники наши, знаете, когда нас Путин собрал первое заседание Общественной палаты в Кремле, с самого первого состава, он нам так сказал, что вас никто любить не будет, никто ждать не будет, вы будете только мешать им, чиновникам, поэтому будете пробиваться сами, я как-то буду помогать, мы периодически вот общаемся с Владимиром Владимировичем, но не думайте, что вам будут как дверь открывать, заходите, накрыто, чай и так далее. Но потихоньку за эти годы, я хочу тебе сказать откровенно, у большинства вот тех, с кем я общаюсь, муниципальных, региональных чиновников, есть понимание, что мы не оппоненты, может быть, мы даже, как сказать, конструктивные оппоненты и помощники, потому что мы гражданское общество. И скорее общественные советы, общественный контроль – это в помощь профессиональным, эффективным и честным нашим чиновникам, госслужащим, то есть нашей власти. И законом об основах общественного контроля одним из субъектов, понятно, он назвал Общественная палата Российской Федерации, региональные общественные палаты, общественные советы муниципальных образований и общественные советы при федеральных органах исполнительной власти. Я уже 15 лет занимаюсь этой тематикой, 5 лет уже в рамках нового закона. Разные субъекты, разные регионы, разный уровень развития гражданского общества, да разный уровень даже правосознания у граждан, у лидеров НКО. Но есть понимание, что за 5 лет, понимаете, за 5 лет можно закон принять, даже проводить эту практику, но наше сознание не изменить. Вот у меня есть друг, даже не было, а есть друг, он был адвокат, такой либерал, такой оппозиционер слегка, потом он стал замминистра, говорит: ты знаешь, Влад, не так, как оказалось, вот вы там народ не понимаете, так все по-другому, тут межбюджетные отношения, трансфер, то есть он, который власть
критиковал, став замминистра, он как бы отдалился еще больше, чем раньше. Я говорю, как тебе поменяли за 2 месяца, за 3? Ты уже как бы рассуждаешь, как такой вот чиновник. Я смеюсь, потому что я-то знаю, какой он был. И, конечно, это тоже не то чтобы власть портит, но она влияет. И здесь вот я хочу сказать, что наша задача вот не дать нашим, нашей власти, нашим служащим, так сказать, оторваться от нас. Потому что они тоже, они сегодня, он министр, завтра он пенсионер. Он живет в том же подъезде, я могу его затопить, он мне может нагрубить. То есть мы тоже гражданское общество. И здесь, конечно, вот эти общественные наши советы тоже это помогают понять. Не все, я говорю, не все как бы готовы к диалогу, но мне кажется, я вот общался с руководителем вашей республики, что у вас, в отличие от некоторых субъектов, а я объехал, наверное, 50 субъектов Российской Федерации, у вас, может быть, это север, люди открытые, ближе, тут как-то это не многомиллионная Москва, здесь как бы немножко, я надеюсь, может быть, ошибаюсь, как-то немножко по-другому. То есть власть более открыта, тем более, что у вас есть муниципальное образование, где там 5, 10, 15 тысяч человек. То есть как-то, не скрыться. В школу уже ходим в одну. Нет у вас там суперэлитных школ, закрытых садиков, школ, там мигалок с мерседесами. Это не Москва, здесь все-таки как-то попроще. И в магазин без телохранителей чиновники ходят. Это второй момент, конечно, это... Просьба такая, и я тоже уже с этим начал бороться. У нас иногда общественные контролеры злоупотребляют, они считают, что если им дали полномочия, то они самые главные. Я вам скажу, все мы живые люди, мы можем ошибаться. То есть надо диалог вести корректно, этично, на равных. И у нас есть права, но у нас есть и обязанности. И мы не должны с собой подменять прокуратуру, это и суд. Иногда я смотрю акты по итогам общественного контроля, у меня волосы дыбом становятся, там не акт, а приговор суда. Что такой-то мэр украл такую-то сумму денег. Украл! Не то, что я говорю, вы уберите, это ложный донос, это вас, я сам буду вас по самих посадить. То есть корректно, что вот здесь очень важно деликатно обращаться с теми правами, которые вам даны, лучше деликатнее, нежели неделикатнее. Потому что у нас договор между Общественной палатой и Генеральной прокуратурой, мы очень корректно отправляем все остальное. То есть вот здесь очень важно вот эти инструменты сохранить. Конечно, главным координирующим органом была, есть и будет Общественная палата региона, Общественная палата Республики Саха-Якутия. У вас, мне нравится коллектив, вот со многими работал, и в предыдущих составах, и сейчас, очень взвешенные, адекватные, нормальные люди. Они главные координаторы, хотя по закону вроде бы все субъекты общественного контроля, нету вертикали, равны, но есть де-факто орган координирующий, это раз. Это как бы надо учитывать. Общественная палата Российской Федерации всегда может помочь в любых вопросах, но вам в вашей деятельности. Еще такой вопрос. Нет понимания иногда, нет восприятия, очень советы общественно проходят формально. Как бы приходите, у вас уже там, я не знаю, как у вас, я по опыту других регионов, там все, папки лежат, вопросы лежат, и как бы уже вроде бы есть готовый сценарий, как это все пройдет. Но вот я хочу сказать, что пусть лежат папки, они денег стоят, бумага тоже денег стоит, там ручки, но сценарий, конечно, определяете, вы сами, как это будет проходить. То есть и здесь очень важно, чтобы тот глава, либо руководитель ведомства, либо глава муниципального образования, все-таки, то есть он был немножко погружен, что некоторые, к сожалению, чиновники, главы общественных образований даже не знают, что есть закон об основах общественного контроля, функции, полномочий, права общественной палаты, общественных советов. Знаете, это тоже беда наша такое, знаете, правовая неграмотность. Но у нас 200 тысяч нормативных актов в России, 200 тысяч. Я как юрист, доктор наук, профессор, я знаю, дай бог, хорошо знаю 1005, а название 1020. Невозможно. И у нас Дума каждый раз, знаете, иногда пишет закон о пиве. Зачем закон о пиве писать? Зачем? Есть техрегламент по производству пива, я не должен знать. И знаете, очень много лишних законов, к сожалению, находите, излишнее нормотворчество. И притом оно почему-то очень часто на федеральном уровне, до вопроса в 90% можно отдать у нас федеративная страна. Вы понимаете, то, что хорошо в Дагестане, плохо в Саха-Якутии.
То, что подходит для Москвы, может быть, для вас вообще не подходит. У вас север, коренные малочисленные народы, у вас совершенно другая логистика, муниципальное образование. У вас, я мне вот сказал, вот, Петр Васильевич, 2 года везут до муниципальных образований продукты. Понимаете, там как-то северный завоз сказал, там реки, все это. Как это вот? Для Москвы это раз, а здесь это для Москвы одна остановка на метро. И, конечно, вот самое главное, наверное, тоже хочу обратить на внимание, что, конечно, нужно и кадровый резерв из молодежи, студентов воспитывать, потому что иногда не хватает граждан, то есть как бы есть руководители НКО, а граждан, активистов, не всегда хватает, особенно в ряде муниципальных образований. Якутск, понятно, развитый город, есть поддержка, грантовая, есть общественная палата, как бы понятно, столица региональная. А в районах, извините меня, как бы вот это очень важно, чтобы молодежь, чтобы, это мечта, иллюзия, чтобы гражданское общество развивалось, скажем так, равномерно, но надо к этому стремиться. Благо у вас, по-моему, везде есть интернет, есть доступ к сайтам, не везде, мне сказали, что в большинстве районов, районных центров есть. То есть он как бы, да. Я не про деревни, что-то понятно. Да, 8. Это уже хорошо. То, что раньше было, наверное, хуже. Раньше, может быть, не везде была сотовая связь телефонная, наверное. То есть, и благо, что можно посмотреть ресурсы, можно опыт посмотреть. Вообще интернет это огромная польза, огромное зло, такая, дискуссия научная, но в плане информационной доступности многие вещи можно брать. И, конечно, я рекомендую, чтобы в общественных советах были СМИ, региональные, местные. Знаете, вот очень такое кадровое наполнение общественных советов. Вот если взять наши федеральные общественные советы при наших федеральных министерствах, там какой минус на самом деле? Много москвичей. Я сам не в Москве родился, так сказать, отец военный, поездил, но, понимаете, это федеральный орган исполнительной власти. По крайней мере, по министерству по Дальнему Востоку должны быть граждане, живущие на Дальнем Востоке. Из Москвы человек далек от Дальнего Востока, он только на карте. И то не все покажут, где находится тот или иной город. И, конечно, я бы хотел, чтобы взаимодействие с властью, знаете, всегда есть понятие мягкой силы, есть понятие, люблю свою профессию юридическую, можно, в принципе, если поставить цель, законную, обоснованную цель, законную, подчеркиваю, можно добиться справедливости. Можно добиться справедливости, просто это, конечно, будет долгий путь. У нас есть и судебные инстанции, и прокуратура, у нас есть комитеты по борьбе с коррупцией, у нас есть СМИ. И когда, вы знаете, я некоторые проблемы решал, наверное, был рекорд 5 лет. Я знал, что я решу, только я не знал, что так долго. Я знал, что я прав, долбил, уже там поменялись руководители. Конечно, это долго, хочется, знаете, если ты прав, раз, и через 2 недели ты уже все. Это наша реальность. Что еще могу сказать? Что, конечно, общественный совет это кадровый резерв для общественной палаты. Общественные советы, я считаю, что это, там должна быть профильные общественные организации, объединения. И вот сегодня мы общались с главой администрации Михаилом Федоровичем. Я попросил, чтобы, конечно, он увеличил поддержку НКО, денег на НКО. Раньше вообще не давали, был мораторий, правильно? Сейчас дали 26 миллионов. Мало, но тем не менее. Москва, гранты президентские тоже где-то порядка 27 миллионов. Это уже, так сказать, кое-что. Единственное, чтобы был открытый конкурс, чтобы это было все соблюдалось. Я всегда пробиваю, лоббирую идею, чтобы давали отдельные деньги, графу на общественный контроль. Это особая для меня сфера, но важная. Потому что она мне близкая. Понятно, что важны дети, экология. То есть сказать, что это важно, это нет, так, наверное, нельзя. Но я бы хотел, чтобы система общественного контроля у нас бы развивалась эффективно, особенно в плане подготовки и понимания как со стороны общественников, что это за инструмент, так и со стороны, чиновников. У нас ведь, например, многие общественные слушания, сейчас знаете, события в Екатеринбурге, они проходят, или в Архангельске, они проходят формально. Я бы хотел, например, и мы сейчас такую инновацию законодательно будем вносить, чтобы общественное слушание проводила не власть местная, а проводили бы общественные палаты субъектов.
Когда власть сама для себя делает слушания, общественно, вдумайтесь, власть организует общественные слушания. Ну, это как бы немножко нонсенс. Но это тоже, это поправки в закон, это изменения. На самом деле очень много инструментов есть демократических, которые вроде бы простые на первый взгляд, а на самом деле, ну, очень сложно сделать их эффективными, насколько разнополярные мнения в самом обществе. Мы тут в подъезде в Москве не можем договориться. Генералы, профессора, все великие, голосуем, переголосуем. Мы не можем взять его правдома избрать. Понимаете, я говорю, ребят, ну как же так? Ну, этот не хочет, этот не может. Вроде бы Москва, развитый институт. И поэтому я понимаю, что у нас общество разное. И понимание тех или иных проблем разные. Ну, наверное, я так общими мазками, вот общие взгляды свои личные выразил. Я как вот профессор, как преподаватель, для меня удобнее, легче отвечать на конкретные вопросы, нежели вот рассказывать как бы лекции. Я могу часами говорить, я и о законе, и огромный учебник написал, но лучше, наверное, все-таки на конкретные вопросы, ну, либо, может, смогу продолжить, то есть как вот. Нет, Владимир Павлович, мы сейчас Да. дадим слово Михаилу Александровичу, он человек тоже Михаил субъект. Александрович, я вам скажу так, можно я покритикую друга, вместе приехали, он простит. Он сам из Белгорода, чернозем, живут богато, солнце, жиру бесится. У него яблони, свой самогон, колбаса, то есть все человек вот живет шикарно, солнце. Ну, уровень развития института гражданского общества ниже, чем в Саха-Якутии. Потому что у них нет, у них влада не занимается общественным, но он занялся. У них все есть, у них ничего не надо, у них там земля, бросишь вишенку, вырастет. Он как бы вот, ну вот, извини, да, если правду сказал, я обращаюсь, да. Слово не выкинешь, уважаемые коллеги. Я, в принципе, тоже из недалеких отсюда мест, я из Благовещенской Амурской области. И всего лишь 40 последних лет мы живем в Белгороде. Действительно есть, и для меня было очень приятно, познакомившись с коллегами, узнать, что некоторые вопросы у вас развиты гораздо более, во-первых, раньше и гораздо более эффективно работают, чем в Белгороде. Начиная от профессиональных наших созданий общественных советов, принятия закона, аппарата, Общественная палата, естественно, вот эти все вопросы помогают всегда очень эффективно работать. Чтобы не задерживать ваше внимание, я вот расскажу несколько примеров того, как в Белгородской области Общественная палата проводила ряд мероприятий, связанных и с общественным контролем, и с осуществлением своей деятельности. Не удивлюсь, если вы это все как бы знали и применяли. Но вот один из первых таких моментов был создание института общественных наблюдателей на выборах. Белгородская область попала в число тех 3 регионов, где проводился эксперимент, еще закона не было. Но была поставлена задача Общественной палаты России о формировании такого корпуса наблюдателей. Как раз проходили у нас выборы губернатора, и следующие должны были быть президентские выборы. И вот Общественная палата, опираясь как раз на региональные, на муниципальные палаты, на советы, фактически создав структуру единую, хотя вот Владислав Валерьевич обратил внимание, что по закону мы как бы все равны, все уровни палат и так далее, но когда решался вопрос такого регионального характера, естественно, все выступили единым фронтом, в каждом районе были созданы рабочие группы, и вот, кстати, этот инструмент создания рабочей группы по любому вопросу, который вас может беспокоить, будь то экология, будь то, так сказать, какие-то другие практические вопросы, вот Общественная палата может сделать очень быстро и эффективно. Потому что во всех районах, во всех муниципальных образованиях существуют соответствующие подразделения. Из их числа может быть сформирована рабочая группа на муниципальном уровне, и все они входят как бы в рабочую группу, скажем, в рамках Саха-Якутии, или как было у нас в Белгородской области. Практически в каждую комиссию были направлены наблюдатели, вот, которые как помогали, собственно говоря, проводить сам процесс выборов, так и следили за тем, чтобы не было каких-либо нарушений. И вот по результатам, в том числе и в Белгородской области, вы знаете, был потом очень быстро принят закон, и Общественная палата Российской Федерации, как раз опираясь на
вот эти вот полученные результаты, говорил об эффективном таком контроле, который может быть организован общественной палатой, где в каждую избирательную комиссию направляются общественные наблюдатели от общественной палаты региона. Ну и вот в последующем был принят такой закон, и на выборах президента Российской Федерации уже, собственно говоря, наша такая деятельность с вами, она была легитимна. Вот могу привести два еще таких, на мой взгляд, достаточно интересных примера, когда наша общественная палата, создавая рабочие группы, например, в сфере рынка финансовых услуг, ну, у нас, так сказать, толчком послужили такие факты, когда были захвачены заложники в одном из банков. И когда стали разбираться, так сказать, что же произошло, почему такая, так сказать, реакция, оказалось, человека просто довели, вот невыплатой денег, так сказать, тем, что банк ему там не оплачивал векселя, вот, и решили провести в рамках общественного контроля в общественной палате такое, так сказать, круглый стол, провести мероприятие общественного контроля, пригласили и провели наблюдение во всех банках, которые находятся у нас на территории, то есть пришли, осмотрели наличие необходимой документации, так сказать, в соответствии с законом о защите прав потребителей, каких-то других вещей, вплоть до пандусов. Потому что положено, что пандус был, да, перед банком, значит, он должен быть. Потом собрали их всех вместе, нас поддержало правительство региона, предоставили зал Большой областной думы, где со всеми представителями финансовых учреждений, вот общественная палата и с регионами, соответственно, там были выявлены нарушения, соответствующую работу проводили. Аналогично вот по, я не знаю, насколько у вас актуальна или нет, проблема банкротства физических лиц. То же самое, там же, собственно говоря, вытекающая проблема, человек, когда оказывается в сложной финансовой ситуации, ну, у него там кредиты, нечем отдавать, и жизненная ситуация. Бывает, умирает кто-то из родственников, кто-то брал кредит, один из членов семьи умер, или родители бывали, вот в этом случае, обращались в общественную палату, погибали родители, оставались дети, квартиры. Вот все эти вопросы стали предметом рассмотрения и в том числе общественного контроля по всей территории региона, во всех муниципальных образованиях, везде, где через службы социальной защиты, другие органы государственной власти, куда обращаются с этими вопросами, собрав материал, проанализировав его, точно так же общественная палата пригласила на свое заседание, на круглый стол представителей финансового департамента, представителей судебных приставов, налоговых, судейского корпуса, арбитражных управляющих, где вот, ну, так сказать, были совместно, так сказать, эти вопросы рассмотрены, понятно, рекомендательный характер, но тем не менее заострено внимание, что этой категории людей нужно помогать их быстрее освобождать от долга, от бремени, так сказать, финансового, нужно идти там на какие-то шаги навстречу, чтобы быстрее, ну, что можно в рамках закона, суды эти вещи применяли. То есть я вот этими двумя примерами хотел показать очень высокую эффективность работы общественной палаты, работы, собственно говоря, общественного контроля по важным, значимым вопросам, которые касаются всех жителей. Вот. И я считаю, что поскольку такой актив у вас хороший, что во всех муниципальных образованиях созданы соответствующие структуры, то вы можете, по сути дела, любой вопрос инициировать, создавать рабочие группы и вот по такой же схеме, выявляя, так сказать, ту или иную, так сказать, направленность, аккумулируя информацию и выносить уже на обсуждение сюда с привлечением, это очень важно, средств массовой информации. То есть наша деятельность, самое главное, это открытость, да, и то, что мы делали, чтобы знали все наши, так сказать, земляки, чтобы они видели, чтобы средства массовой информации подавало по этому информацию, в том числе и куда обратиться. Вот у нас созданы, например, постоянно действующий телефон. Вот проходит вот это мероприятие по там, финансовым учреждениям или по банкротам, по наблюдателям на выборах. Горячая линия, постоянно действующий телефон. Тем более, раз есть аппарат, есть возможность принять это обращение. И человек знает, что он может позвонить. Вот мы сейчас выяснили, что работает и связь, и интернет у всех. Вот, для того, что может даже из труднодоступного района, откуда сложно добраться, но поставить свой вопрос здесь
и чтобы палата отреагировала, так сказать, оперативно, такая возможность есть. Спасибо большое, да. Уважаемые коллеги, вопросы? Просьба представлять. Покровская Анна Павловна, член Общественной палаты Республики. Значит, вы в своей речи затронули вопрос о том, что необходимо выделять гранты на проведение общественного контроля мероприятий. Вот. Значит, я бы хотела все-таки, чтобы на уровне Общественной палаты России обратили внимание на то, значит, как распределяются гранты. Я представляю общественную организацию по защите прав потребителей, городская организация. Значит, и раза два мы обращались за грантами на поддержание нашей деятельности. Было у нас Министерство гражданского общества, сейчас расформированное, но оно занималось грантами. Вот. Обращались, значит, мы в местную администрацию города Якутска, где нас рассматривала целая комиссия. Вот. И вердикты были везде одинаковые, нам отказывали. В основном гранты получали, значит, культура, значит, какие-то люди получали деньги на культурные мероприятия, да? Люди получали деньги на проведение там каких-то вот, ну, по национальному колориту, то есть песни, пляски, фестивали. Значит, а у нас работа, в принципе, специфическая, общественный контроль. Согласитесь? Вот. И она под рамки общепринятых принципов распределения грантов, она не совсем подходит. Давайте я попытаюсь ответить. Вы знаете, я думаю, что надо взять опыт федеральный, когда вот Общественная палата региона устанавливает 6-7 приоритетных направлений для поддержки в конкретном году. Сейчас, если в перспективе у вас будет создан фонд грантовый, и, конечно, будет Общественная палата, одна из, так сказать, кто будет входить, то я рекомендую именно определить направление для чего. Даже не только для общественного контроля. Понимаете, иногда так, у нас раньше, где-то 15 лет, когда мы только федерация выделяла гранты, у нас был перекос, например, в этом году что-то много дали на культуру, вообще не дали на правозащиту. То есть я бы хотел, чтобы вот выдача грантов, она вам обязательно на конкурсной основе, смотрели бы на сам грант, на качество заявки, но учитывались бы и приоритеты, чтобы, например, хоть одна, неважно ваша, не ваша, чтобы какая-то организация получила на общественный контроль, какие-то на культуру, чтобы равномерность была, понимаете, в развитии гражданского общества, что у нас все любят культуру, ну, например, это понятно там, но забывает про общественный контроль. В свое время мы такую записку сделали, администрация резидента по ряду направлений, когда еще не было единого фонда, у нас учитывалось, то есть надо было указать направление, вот такое-то, на общественный контроль. Это не значит, что там заранее деньги резервировать, ну, потому что, может быть, и заявок не будет, ну, мало ли, может быть. Но хотя бы приоритетное направление для поддержки в году, тогда люди будут понимать, что в этом году необходимо вот там 7-8 направлений поддержки, в рамках которой как бы, это приоритетные направления, как нацпроекты приоритетные. И это важно, тем более с учетом специфики даже региона. Бывает, что как бы для одних регионов это не приоритетно, а для других приоритетно. И второе, конечно, сейчас есть информация по качеству заявок, по оценке эффективности, по рекомендациям. Но я согласен, что нужно для палаты общественной на одном из ваших заседаний рекомендация для администрации, какие сферы необходимо, но это должно быть публично обсуждено, проголосовано, аргументировано. Потому что это даже нужно само общественное. Ну, например, я бы провел, какой-нибудь бы грант подал на семинар для всех членов общественных советов муниципальных, например, если они есть у вас муниципальные советы, есть же, да? Хотя бы семинар раз в год, это методический. Не обязательно с приездом в Якутск, можно там, где есть интернет, по видеоконференц-связи. Методичку бы выпустил, потому что мы понимаем, что знают люди в Якутске, в столичном городе, субъекта федерации, и, не знаю, там, Ленск еще большой город, но неважно, там, города поменьше, Алдан, Юрий Мирный поменьше, я не знаю все ваши муниципальные образования, но надо, чтобы было вот такое понимание,
что когда наше гражданское общество имело инструментарий хотя бы в виде, или, например, там, сборник то есть нормативных актов, но я пока так выдумываю, по общественному контролю в Республике Якутия. Человек мог раскрыть, посчитать, ага, вот это. Или образцы заявлений. То есть вот, чтобы это было приоритетно, палата, какие-то вещи, это ведь можно делать и по грантам из федерального бюджета. Не стесняйтесь, мы же еще гранты выдаем и резидентские, и 22% заявок, кто подал, были удовлетворены. Это высокий процент СССР для вашей республики достаточно. Я считаю, что это как бы вот, ну, неплохой инструмент. Неплохой. Но приоритеты нужны. Это как бы даже для работы палаты, даже не только для поддержки финансовой, для поддержки, знаете, такой вот, я не знаю, вы там грамоты выдать от палаты, поощрить. То есть надо сказать, что вот это приоритеты, и их надо поддерживать не только материально, но и оргресурсами, и, не знаю, там, и административными даже, возможно. Пожалуйста. Развитие информационных технологий. Я вот очень благодарен Владиславу Валерьевичу, Михаилу Александровичу, что уделили время, приехали к нам послушать, поделиться опытом. И, конечно же, Алексею Егоровичу и Владиславу Петровичу, что организовали такую встречу. Вот в части повышения доступности граждан до общественных советов, до контролирующих органов. Вот вы правильно заметили, что действительно в республике у нас очень большие проблемы с доступностью, вот, с логистикой, транспортной изолированностью, особенно арктических улусах. Может быть, это не так ощущается в Якутске и в близлежащих улусах, но вот для арктических улусов это очень большая проблема. Вот. Что вот, тут самое главное, то, что люди обращаются к нам вот по повышению качества связи, вот, того же интернета. Вот, например, отдаленных на слегах вообще нет интернета. Вот, если есть только в школе, это где проводятся вот такие экзамены ЕГЭ, вот, где, да, только для них. А для остального населения вот, как такового интернета зачастую нету. И вот также вот в части сотовых операторов тоже вот уполномоченные операторы, вот Билайн, например, он должен был обеспечить наши малонаселенные населенные пункты сотовой связью. Вот. Это вроде бы сделано, но на самом деле эти мощности не позволяют народу пользоваться всеми функциями вот этих сотовых операторов. Поэтому вот когда мы обращаемся здесь к нашим операторам, которые здесь филиалом, вот Билайн, там, Мегафон или МТС, они кивают на вышестоящие органы. Они находятся в Москве, там, в Хабаровске. Поэтому вот в этом плане вы, вот общественная палата, может быть, вы тоже оказали содействие, чтобы вот для повышения доступности, для повышения эффективности работы общественных советов, может быть, уделить больше внимания для, как говорится, совершенствованию информационных технологий для арктических, да, для отдаленных. Вот, например, я работал тоже главой района Северного, где расстояние между двумя слегами составляет 450 километров. Вот, представьте себе, как люди не только изолированы транспортно, но и также, если они еще изолированы и информационно, то вообще, вы знаете, что это получается. Вообще люди как бы на необитаемых островах. Поэтому я прошу этому, может быть, если по возможности... Вы знаете, я что вот хочу обратить внимание, мы напишем, я бы хотел, чтобы от имени Общественной палаты республики вы обратились МТС, Билайн, Мегафон к руководству, не к филиалам, к руководству. Я очень люблю работать на основании, например, ответа из крупных компаний, разных, они конкуренты, кстати же, все Билайн, Мегафон, там еще Теле. Мы бы получили ответ и ясность в отношении перспектив от них, потому что, с одной стороны, это бизнес, на них нельзя, ну, как бы давить, это, то есть, как бы они платят налоги, рабочие места, с другой стороны,
мы посмотрели, потому что иногда я вот так обращаюсь, простой письменный вопрос, иногда получаешь очень интересные ответы, даже подсказки, потому что есть и федеральная программа у нас, огромные деньги на цифровизацию, информатизацию, в области ГЧП, есть у нас вице-премьер, кто занимается цифровизацией, там сотни миллиардов рублей, некоторые из них даже не могут израсходовать. Притом на эти деньги тоже смотрят косо вот эти, ну не косо, а с будущим предвкушением компании сотовой, не только сотовой. Поэтому я считаю, что можно в рамках этой программы, при том, что увязав это и в том числе и с образованием, ну и так далее, можно посмотреть, что можно сделать. Потому что на самом деле федеральный бюджет настолько у нас разнообразных проектов целевых, что на это заложены деньги, что может быть даже и они подскажут, как это лучше сделать. Что административно заставить, так сказать, идите, ставьте вышки в районах практически сложно, но возможно в этой программе, потому что там программа такая, ну, серьезная, и плюс там же есть и в арктических районах и федеральные органы власти, и наши, ну, и спецслужбы, ну, пограничные имеется в виду, и другие. Я бы сделал бы такое обращение, и, возможно, бы тогда в вашем бы совете профильном, как раз у вас и Министерство инноваций, да, цифровое и так далее, у вас такое, я бы провел бы совещание с участием и операторов, возможно, и можно ли влезть в какую-то федеральную программу, а там как, можно влезть только в федеральную, если будет там процентов 10, например, из регионального бюджета, да, там, ну, софинансирования. То есть я бы посмотрел, потому что деньги есть. И я считаю, что вот это же и понятно, что там есть телефонная связь, и, наверное, смс-ку можно выслать, но скачать контент, ну, уже там, сложнее. Ну, я бы такой путь избрал, может быть, более долгий, но то, что федеральный бюджет может помочь, это и есть возможности, это факт. Я хочу внести тут небольшую ясность. Дело в том, что в последнее время предыдущим министром связи Александром Ильичем Борисовым проделана вообще огромная работа, и в части охвата и цифры, и все таких вот как раз малодоступных районов. Там подключен сейчас спутник японский, который будет вещание производить на эти малонаселенные Колыму, охват вот это вот арктических районов. Поэтому тут работа ведется очень интенсивная в нашем министерстве. Можно же план посмотреть. Да. Нет, у нас не так плохо, как казалось бы, но у нас хорошо. Всегда хочется лучше. Всегда хочется Да. лучше. Нет, это нормально. Еще вопрос. Ну вот вопрос в общественного совета Госкомцен. Вот у нас самый большой острый вопрос в Якутске, я вот, не знаю, горожанка, еще председатель совета Госкомцен, это мусорная реформа. Вот все-таки, да, можно ли как-то, вот Арктика, она у нас как-то исключена была все-таки, да, из действия мусорных операторов и так далее. В Якутске это все вот как-то начинается, я не знаю, вот что у нас там в Западной Якутии, там, на юге там и так далее. Вот ваш прогноз на эту ситуацию, какие-то другие регионы могут еще получить отстрочку и так далее. Мы просто были очень готовы. Ну, знаете, вы пятая часть России. Вы Да, молитесь но мы Бога, не чтобы готовы. мусор из Москвы не повезли к Это вам. очень хорошо, что... Уже далеко. Мы сейчас возим в Архангельск. Знаете, у нас такой конфликт. Знаете, я вот живу в Москве. Знаете, вот знаете, такой у нас конфликт. Я просто немножко вот разбирался с этой тематикой. Никто не хочет московский мусор, потому что его много. Вот. Но с другой стороны, все хотят приезжать, как бы, Москва все-таки, ну, как бы это город, мы же не можем закапывать прямо на Красной площади. И, конечно, вот то, что президент лично занялся мусорной реформой, это говорит о том, что проблема, он в ручном режиме, и президент, и Медведев, эти все вещи, проблема, наверное, очень серьезная. Но, если честно говоря, я для вас проблемы не вижу. У вас огромные территории и мало населения. Есть куда закапывать, и можно найти. По рекламе там нужно мусор везти из одного населенного пункта, там, иногда 600 километров. Я скажу, вот вам повезло, что вы вдалеке от всех центров. Вот просто вдалеке вы будете только свой мусор, потому что никто из Москвы, ну у вас, правда, уже есть железная дорога. Может быть, рано или поздно 8 суток московский мусор будет ехать, но, понимаете, ну некуда девать, да. Но в этом смысле это, конечно, но для большинства субъектов это острейшая проблема. И
она, знаете, как нерешаемая. Все мусор выбрасывают, но никто не хочет видеть, чтобы это было возле его дома, ну, возле его города или района. И, конечно, проблема в том, что вот рекультивация мусора у нас все-таки устаревшие технологии, экология. То есть в Японии же тоже мусора много. Но там вот прямо вот, ну, то есть мы были с делегацией, и там настолько, ну, вот, не меняется все. То есть там, грубо говоря, такие очистные сооружения, что в принципе там они в бассейне купаются на свалке, ну как бы над квази-свалкой. Дети, парки. То есть там не скажешь, у нас называют это экопарк, на самом деле это огромная мусорная площадка. И проблема опять же в технологиях. И проблема в том, что, конечно, ну я сейчас, у меня жена, так я как-то более ленивый. Но жена заставляет, 6 детей, но она такая ответственная. Вот мусор распределять уже в Москве появились там стекло, алюминий, бумага, пищевой мусор. Потихоньку, вот если мы людей приучим к этому, это нам очень здорово поможет. Но, говорю, вам мусорная проблема в таком виде, в котором она сейчас для Подмосковья, там бунты, там перегородка трасс, там, или для Архангельска, она вам не грозит. Говорю, у вас, слава богу, 20% территории России и только... Но у нас, возможно, будет такая ситуация, потому что у нас полигон, который сейчас есть, он переполнен, теперь хотят перевести на маршруте. Ну, друзья, сейчас люди, дачники, хотят перекрыть дорогу вот буквально. Знаете, знаете, что хочу сказать? Что, конечно, вот что мне не нравится, вот о чем я хочу вернуться. Дело в том, что, конечно, надо власти спокойно сесть и сказать, ребята, давайте обсудим. Дальше будем ввести мусор, больше будут тарифы. Найти баланс между тарифами за выброс мусора и тем местом, куда будет мусор выбрасываться, и инвестициями. Ну, просто я боюсь, что на этом просто теме тут нужен общественный контроль, чтобы не было бизнеса на тарифах и вот и на этих вещах. Вот. А это, к сожалению, ну, мусорный бизнес, там, он во всем мире, особенно там, это в Италии там мафия занимается мусорным бизнесом. То есть это как бы вам, это даже не какие-то там наркотики или проституция, это мусорный бизнес, это самое выгодное. Но под контролем общественности, с участием общественной палаты провести слушания. У вас, понимаете, как бы, слава богу, говорю, у вас пространство огромное, но будете вести на 50 километров дальше, где нет дачных участков. Но всегда, запомните, всегда в каком-то месте будет группа недовольных. Потому что, ну, как бы, это здесь уже, это общество, говорю, все хотят мусор выбрасывать, но никто не хочет рядом иметь. И, конечно, ну, тогда давайте мы землю изымем, компенсируем эти участки финансово, сделаем зону там, скажем так, ну, есть методы, есть эти все вещи. Говорю, я думаю, что вот у вас, ну, слава богу, что населения мало, а территория удалена от центра федерального, и пространство огромное. Конечно, не хочется, чтобы была затронута экология, это вот самое главное, и пришел нормальный оператор. В Башкирии это государственная компания лучше. Мне кажется, вот я бы выступил за госкомпанию. Но это решать властям. Но опять же, общественный контроль. У вас есть общественные советы, и мы сейчас готовим общественных экологических инспекторов. То есть проблема. Но вы не представляете, какая проблема. Вот Москва, ЦФО, там это битвы, аресты, убийства, президент, прямые линии, то есть вы как проводят, это прокуроры, бизнес, да, сыновья, то есть это, знаете, и это, знаете, там целые можно романы писать, и ну, там группы, но это миллиарды, десятки миллиардов рублей. И нужен, конечно, я еще раз хочу, то есть такая вроде бы госкорпорация создана. Есть понимание, как это делать, но еще раз говорю, то есть ну, помимо бизнеса, есть еще неприятие, я бы тоже не хотел, чтобы возле моего дома была мусорная свалка, там, вот, там дальше никто не хочет, ну как-то. Давайте к соседям там или подальше, ну чисто такой эгоизм. Уважаемые коллеги, у нас время Да. понимает, пожалуйста, вопрос. Ну вот, потом вам. Да, Владимир Васильев, Мигрохангеловский муниципальный район. Так, у меня, вот вы затронули до этого 202-ю остальные правительства. И было очень много обсуждений. И второй вопрос, это тоже мусорный вопрос тоже. У нас, хотя бы муниципальный район, у нас в республике было такое, что объявили одного предприятия, которое будет заниматься региональный оператор. И там было предварительно
должны были собирать там это взносы, по-моему, да? Нет, плата, Это с каждого С каждого члена семьи Да, по 150 рублей. А это муниципальный район, это очень дорого. да. А семьи большие. У нас же, ну, допустим, у меня 7 детей и 11 внуков. И попробуй за всех заплатить. С 20 человек каждый месяц 150 рублей. поплатить там вот 150 рублей. И второй вопрос, это вопрос тоже очень такой тяжелый, ну, трудный в наших районах. Это центральное отопление, подключение центрального отопления муниципальных сел. Да? У нас это проводится, эта программа очень хорошо работает, есть села полностью газифицированы. Но мое село, там, Алексей, вы же знаете, на 20 километров от газовой трубы, ни одного центрального подключения центрального отопления за 20 лет ни одного дома нет. Поэтому всегда говорят, что не хватает бюджета. Мы это можем как-то это контролировать и контролировать объем выделенных средств или как повлиять на это. Я считаю, что должен быть график подключения к центральному отоплению на год. И я считаю, что вам, всем хочется завтра подключиться, но вам нужна ясность, понимаете? То есть, когда это будет ли это вообще, когда будет. То есть я, например, иногда понятно, что хочется, чтобы все было быстро решено. То есть, я думаю, что можно через общественную плату даже сделать запрос относительно, может быть, эту программу вообще закрыли. Знаете, может сказать, все, ребята, денег нет, извините. И если не закрыли, то есть какие темпы, то есть когда вас подключат. То есть открытость, информация, это как бы самое главное, это открытая информация. То есть не то, чтобы вас быстро подключили, вы тут денег больше не достанете. Ну а по тарифам я хочу сказать, что тарифы ЖКХ у меня как сказать, Единый тариф в зависимости от количества. Понимаете, мне вообще не нравятся тарифы по ЖКХ лично, мне тоже 6 детей, по воде. Вообще, получая платежки, мне вчера пришла компания, говорит, мы вас предупреждаем, вы там забыли оплатить. Что такие-то нет. Я, конечно, оплатил, но я-то понимаю, коллеги, что сколько это стоит. Главное для меня, чтобы было прозрачное ценообразование, чтобы я понимал. Понимаете, что вот если я понимаю, что это столько-то стоит дорого, тогда да. То есть, но я буду понимать, что там нет лишних. Сейчас в московскую платежку включили 150 рублей за ненужную страховку, добровольную страховку, но включили прямо вот в эту платежку. Знаете, народ получает и платит. А как бы можно не платить. То есть вот здесь очень важно, чтобы есть у вас комиссия по тарифам, есть у вас органы комиссии, я думаю, что надо вот в этом плане внимательно посмотреть. И там есть все равно общественный совет. То есть правила ценообразования, потому что инвестор тоже приходит, ко мне неинтересно работать. Потому что здесь тоже расходы у инвестора не в Белгороде. Это вечная мерзлота, здесь нет такой компактности то есть населения. Понимаете, одно дело трубу к 16-этажному дому в Москве подвести, а второе дело к одноэтажному дому. Логистика, завоз. То есть у вас всегда и было, есть и будет, наверное, одна из самых дорогих республик в России, если не самая, понятно. И с этим ничего не поделать, и Москва будет дешевле. Но с другой стороны, вы должны знать, что это вот тарифообразование, вот доход. Доход 10%, доход оператора. Хорошо, 10% нормальные доходы. То есть это все считается. И есть федеральная антимонопольная служба, это федеральный орган. Можно с ней взаимодействовать. Они как бы любят наезжать на комиссии по тарифам. То есть можно запросы делать. Это все должно быть в открытой системе. Да. Михаил Михайлович, пожалуйста. Назревает новый скандал. Появилась публикация о том, что в Верховьях Вены собираются строить комбинат. Но это не наша территория, это территория Иркутской области. Наша республика напрямую не может как-то воздействовать, там, деньги только протестные
недавно ликвидировали на Байкале, что нужно было команда поменять. Теперь вновь эта идея, ну, уже на линии. А верховье Кении, если не построят, то вся деда на всем протяжении будет загружена. То есть они уничтожат всю реку. Ну, вот это вообще вопрос вот с самого начальной стадии. Он только-только начинается. Конечно, бы здесь было интересно. А общественное, ну это Иркутская область, да? Вот, Вот если бы здесь общественная палата России как-то вмешалась. Я считаю так. Мне было бы комфортно, и мы будем в Иркутску, и мы будем в ЛНУД должны быть. Я считаю так, что вот надо, чтобы ваша общественная палата обратилась к Иркутской, провели совместный совет, либо создали совместную рабочую группу. Совместно, вы же соседи. Тут у вас рейс, по-моему, есть до Иркутска, да, летает самолет. А тут недалеко, ну как бы относительно. Потому что на самом деле это коснется всех, и я очень, знаете, какая ценность вода, ни один комбинат не, ну, я думаю, что не стоит. И я очень против, что Байкал, когда там был ЦБК, Байкальский ЦБК, вы не знаете, какие ресурсы. Там китайцы хотели воду, то есть это 25 запасов мировой воды, ценнейшие, с микроэлементами, чистейшие в мире. И если мы это загадим, но нам не простят, то мы себе не простим, не потом. То есть вот я категорически против, что все, что имеет отношение к Байкалу, к Лени, к таким рекам, ребят, ну надо все-таки, и как бы не обещали по качеству оборудования, по очистке, ну я не специалист, но я не очень буду верить, все на этом экономят. Но я советую рабочую группу с Иркутской палаты. У нас есть общественный совет Росприроднадзора, у нас есть общественный совет, где есть все общественные советы по природопользованию, и возглавляет Фадеев Валерий Александрович, это секретарь общественной палаты. Пусть с подачи вашей палаты напишите на него, и на самом деле эта проблема, и сделайте это как можно быстрее, тем более в Бурятии и в Иркутске будет форум сообщества, как раз на Байкале. Тем более можно переговорить. Да, пожалуйста. Предложение, но ряд лет надо сравнивать с нормативами, регламентами, законами, да? И вот проблема в том, что статистика у нас, ну и по России, и республике, да, не соответствует времени. Очень, как бы сказать, их цифры не соответствуют жизни. Реалии. Раньше вот в советское время была очень ответственность за недостоверную информацию. Да? Я руководитель совхоза, некоторые за технику сидели за решеткой, за то, что несколько голов скота они там добавили. Приписки. Да, приписки, да. И очень много сайтов, министерств, ведомств практически закрыты. Поэтому у меня предложение... Да? Ну, практически во всем естественно. И у меня предложение, чтобы ежегодное было слушание, общественное слушание при общественной палате, что ли, всех уровней власти, начиная с муниципальных. Потому что все говорят о цифровом развитии, да, но пока это... Согласен. Знаете, мы сделали рейтинг федеральной исполнительной власти, рейтинг открытости. И мы сделали так. Они самообследование делают, сами себя оценивают. И мы их оцениваем. Знаете, какие разные результаты? Они себя хорошо оценивают, мы их плохо. И потом мы это на стол Медведеву уложили, то есть закрыто. То есть мы как бы аккуратно рейтинг. И написано, что общественная власть считает, что там 2 министерства, но Минфин у нас был и Росстат на последнем месте, то есть в рейтинге. Мы это в СМИ, мы это в прокуратуру. Что нет, у нас же есть закон об информации, об открытости информации. У нас об информационной открытости органов власти многие как бы нарушают. Поэтому прокуратура раз, что нет всей информации. Сразу прокуратура. Прокуратура там не любит наезжать на наше ведомство региональное. Но я бы начал созданием рабочей группы у вас в общественной палате, вот такую рабочую группу. Написал бы Алексей Егорович письма во все органы власти ваши, во все муниципальные образования, с просьбой, и вы бы нашли идеальный стандарт, ну есть же кто нормально, идеально работает, наверное, есть так, и попросили бы информацию на основе данного закона размещать. Потому что понятно, что не все хотят, но иногда нечего писать, нечего размещать. Если вот хорошая информация была и контролируется, каждый гражданин был контролирован. До 90% информации, да, наша разведка добывает
из открытых источников. Из открытых источников, понимаете? То есть просто делается анализ big data, больших данных, и все показывается, даже эффективность власти показывается. И вот тоже вот по итогам контроля, да, оказывается, ну вы сами сказали, вот 1/5 часть России, да, 20 Франции владеет. 8. Ну, может это. Или сколько, да, 4, Ладно, не важно, 5 Франции, 5. почти половина Европы, да? 3/4 Евросоюза. 4 Франции. Да, 4, И вот, да, 4. почти по всем нормативным регламентам по строительству дорог, зданий, да, все это как-то все не соответствует вот, нарушению, вот, в том числе обманутые дольщики, и вот битые дороги, да, все из-за того, что вот приступаются регламенты, нормативы. И мы предлагали, чтобы вот именно в Республике Саха-Якутия был создан такой лаборатории, или чтобы это изменение внести без государственной думы. Ну, знаете, я больше хочу сказать. Я за то, чтобы как можно больше прав федерации. Потому что вот ряд вещей не надо. Оборона, безопасность, таможня, валюта, внешние связи там, и так далее. Это уровень на федерацию. Законы, уголовный кодекс и так далее. Но поверьте мне, я сам доктор по конституционному праву, я муниципальное право. До 70% надо отдать сюда и все. Потому что у нас в Москве занимаются такими вещами, там, что думаешь, зачем? Понимаете, и занимайтесь сами, но несите сами ответственность. Сами, кому можно помогать, но это большая ответственность. У нас иногда боятся ответственности, говорят, да пусть Москва разработает, мы возьмем, здесь вечная мерзлота, здесь по дорогам, по нормативам. Но я думаю, что это учитывается, просто надо, у вас достаточно самостоятельное руководство, я думаю, что по каким-то вещам можно сделать. В городской среде. Я тут хочу внести ясность. Все-таки правительство у нас ежегодно ездит с отчетами в каждый район. Поэтому говорить о том, что у нас все это дело так поставлено, ежегодно правительство район, да? наше, правительство, молодцы. все министры, все правительства выезжают в район, каждый на слеп, Серьезно? каждый Да. Не, ну тогда нет. делает Вот отчет, это. понимаете? Не, ну тогда Поэтому у вас это смелое поэтому у нас правительство. статистика работает очень хорошо. Зачем сравнивать это как? Знаете, Нам если... миллионы показателей нужны, а отчет Да вот нет, за 30 минут делается, они просто... Нет, друзья, но они же отчитываются. Надо контролировать, надо конкретно же все. Да зачем всех контролировать? Друзья, Можно вопрос, да? Просто время. Можно вопрос, да? Члены общественной палаты Поясева. Скажите, пожалуйста, вообще Российская общественная палата как-то ревизировала, оценивала ли закон о форах, то есть территориях опережающего развития. И эти форы образовываются у нас, чтобы инвесторы, значит, иностранные пришли, а дальнейшие последствия вообще привлечения иностранной силы, использование этих сил, как вообще оценивает общественная палата? знаете, понятно, что территории, которые это развиваются, нужны, никто не спорит. Да. Дьявол всегда в деталях, понимаете? Поэтому я бы, например, я тут уже обсуждал, что у вас есть такая национальность, не будем называть, там, которая очень активна в России и так далее, и так далее. Как делается на Западе, в странах? Есть вот территория, приходит инвестор и говорит, я занимаюсь территорией торов. Значит, мне не хватает столько-то специалистов. На бирже труда запрос нету. Тогда я беру квоты на иностранцев. То есть, как бы, на бирже труда есть специалисты? Нет там. Экскаваторщики, бульдозеры, неважно кто. Это как, значит, так. Мне нужны такие, то есть, по ресурсам, с учетом того, что у вас все-таки население немного, сначала заявляется к вам, службу занятости, там, на биржу нету, и берет квоты на основании плана, он берет квоты на год, 3-5, так в Дубаях работают. Так, не хватает рабочих в Дубаях, они же не любят, шейхи все. Ходят с женами, там работают пакистанцы, индейцы и так далее. Но они дают на год визу, на 1,5. Все поработал, либо продлил, дом построили, новый не
строишь все как бы пока. То есть это как бы наша миграционная политика. То есть вот это разрешение на работу, на конкретный объект, на конкретный срок. И, конечно, Торы, они должны, так сказать, вот самое главное, о чем я говорю, я закон обсуждал. Они как бы не должны так, что 5 лет или за 10 лет ты все выжил из территории, бросил, уехал. То есть я бы хотел, что, вы знаете, у китайцев прогноз развития поквартальный, но это прогноз, план развития, поквартально на 50 лет вперед. Они, кто составляет, они, но они его корректируют каждый год. По торам, по территориям. Вот такая плановая экономика. Вот. И, конечно, Торы это хорошо, но это должно быть, понятно, открыто на перспективу, не так, что там, сиюминутная выгода, несколько лет поработал, бросил, там, как вот, там шлаки от угля там эти лежат, экология нарушается, и Тора через лет 10 это уже будет заброшенная территория. Либо тогда уберись и так далее. Второе, это квоты на рабочие силы и понятная выгода для инвестора и для территории, баланс. Потому что каждый хочет меньше вложить, больше получить. Ну это нормально, это рынок, это бизнес, да. И, конечно, и здесь, конечно, должны быть общественные слушания. Потому что там, что бы ни делали... На уровне России вообще вот это оценивалось, то, что мы сейчас имеем, да? Нет, вот эти сейчас... Торы все равно будут оцениваться в республике, у вас. Но в России, когда эти Торы пойдут, все равно это будет ближе к вам. Что на бумаге будет все хорошо, Минэкономного развития посмотрит, одобрит. Но ведь бывает, что на бумаге одно, на деле получается немножко, отличается. Как бы. Это как по дальневосточному гектару. Что-то я очереди не вижу за дальневосточным гектаром большой. Но тоже говорят, давай съезди, это же многодетно. Ребята, так нужна инфраструктура. Что возьму гектар? Дорогу, свет, коммуникации, электричество. И потом, извините меня, кто будет мотаться из Москвы, Хабаровск билет стоит, ухаживать за своим гектаром. И, конечно, есть вещи, нет, сейчас уже хотят уже в центральной, на России. Есть вещи очень хорошие, правильные, но немножко надо их подкорректировать. Вот на самом деле надо подкорректировать. И Торы, конечно, нужны территории, потому что у нас вот есть убитые моногорода в Кировской области, в Челябинской. Население есть, вот я как-то, так сказать, успокаивал бунт в городе Пугачеве, в Саратове. Приезжают, там убили кого-то, все, и мне говорят, верните нам вертолетную дивизию, у нас она стояла, и постройте завод, и верните завод. Я говорю, ребята, я не могу вернуть вам дивизию вертолетную и завод. А вот когда у нас были военные и завод, у нас было все хорошо. Да, градообразующий. Я говорю, это невозможно. Исторически это был СССР. Сейчас уже. И, конечно, у нас есть депрессивные территории, которых надо. И население говорит, а нам ехать некуда. У нас здесь жилье, мы его не продадим, но оно стоит копейки. Но молодежь вся уехала. То есть вот здесь, конечно, это целая огромная программа, потому что была единая страна СССР, инфраструктурно связана, логистически, все разрушилось, и ряд городов, моногородов у нас реально в таком не в очень хорошем состоянии. Кстати, у вас этого нет, у вас более-менее как-то Приморье, брак, военные уехали, да, но военные, там закрывают проще городок, закрыли военный городок и все, да. Градообразующие как раз были. Вот, конечно, нужна программа, есть программа на переселение и так далее. Уважаемые коллеги, продолжим, да? Хотя слово просили, потом вам. И ассоциация экологов. По нашей линии, по общественному совету, ассоциации проводится огромная работа. Делание общественных слушаний, делание общественной экологической экспертизы. Поднимаем вопросы. Вот сейчас поднимали вопрос по строительству Иркутской области вот этого комбината. Этот вопрос не сейчас возник. Он возник года 4-5 тому назад. Я запросила документы, и документы очень быстро высылают. И это проектная организация. Тут никаких вопросов нет, это электронной почты. Значит, сделала экспертизу, забрала некоторые выводы и отправила туда, в Иркутскую область. Был ответ, значит, таким образом, что это река федеральная, и ваши рекомендации, прочие ваши вещи не играют роль, поскольку вы региональная организация, а это, значит, река федеральная. По этому вопросу. Тем не менее, значит, в прошлом году, 28 февраля, нами было инициировано общественное слушание
в Верхоянском улусе по месторождению синтеча, по строительству обогатительной фабрики. И была большая, значит, совершенно большой меня был. Сделали, значит, рекомендации, приняли какие-то решения. Но при этом я поняла, что вот эта организация синтеча, а ни копейки не платит налогов ни в Верхоянском улусе, ни в Аймяконском улусе. Обратилась к депутатам нашим. И вот у меня она обратилась к главе администрации Аймяконского улуса, Верхоянского улуса. И вот на этом этапе как-то вопрос отходил. И тем не менее к этому вопросу мы возвращаемся. В сентябре месяце будем рассматривать этот вопрос у себя в общественном совете. Прокуратуру забудьте обратиться. Да, обращаемся к прокуратуре природоохраны, но она у нас какая-то интересная карманная. Это федеральное законодательство. Все крупные промышленные предприятия зарегистрированы за пределами. Теперь, значит, таким образом, что если что-то строят по скандалу, значит, у нас был Табайкер случай, значит, сливали воду у ВСИН, прямо в реку Лену, находится на водоохранной зоне. Общественность мы подняли, сделали, значит, отбор проб, там протокол сделали. Все сделали по уму, да, вот так. И по телевизору 2 раза поступали, газету писали, общественность подняли. И мы к чему вернулись? Мы огромное письмо это написала туда-сюда, администрацию, ну, это не буду говорить. И мы вернулись к тому, что вот всем этим, как бы, занимается Росприроднадзор. Устанавливали водоохранную зону, устанавливали санитарно-гигиеническую зону водозабора. А в Росприроднадзоре как вот вата. Что не пиши, что там было. И теперь я воюю Росприроднадзор. К чему мы придем, я не знаю. Да? И вот такие вот моменты, когда вот вопросы не решаются на региональном уровне, должны решаться вот на уровне повыше, ну, все надо переселить. Есть федеральная общественная палата. Да, мы теперь будем обращаться в вашу организацию федеральную. Я думаю, что здесь есть федеральные, мы будем помогать Ну и вот региональным. лекарям у нас федеральные, из-за этого все вопросы у нас блокнут. Значит, подняли общественность, проверили речной порт, там затапливали постоянно вот заброшенные суда. И вот эти вот воды, вот источные воды, нефтепродукты уходят в реку Лен. Опять же в реку Лен. Значит, прошлого года воюем, составили протокола, отбор проб сделали. Вот на прошлой неделе тоже ездили, смотрели. Опять, значит, это вот. И опять Росприроднадзор. Росприроднадзор подал в суд в эту организацию. Видите, молодцы. 15 миллионов рублей. 2 суда прошло, вот сейчас вот 3-й суд будет. И там, значит, делится территория... Ну, работает, значит, суд по 15 миллионов. Взыскали. Значит, делится территория прямо по сантиметру. Это территория Мяри, это территория... Это, Ленов федеральная. По сантиметру ходим Мяри. Ну это что там ходит? И получилось таким образом. У 7 нянек река Лена оказалась бесхозной. Абсолютно бесхозной осталась. Там и Росприроднадзор, там и Минэкология, там и муниципальное образование, Ростехнадзор, санэпидемстанция. Ну, будем говорить очень много контролирующих органов, и охранная прокуратура. А на самом деле река Лена оказалась бесхозной. Никто этой рекой не занимается. И бывает так, что по реке Лене плывет вот такой слой нефтепродуктов. Я одна там мотаюсь, вот этого смотрю, да, но это же не дело. И первое начинаю навигацию, последнее закрываю навигацию. Не так же не должно быть. И поэтому вот хочу вот у коллег и у вас, значит, обратить внимание на эту реку и вот каким-то образом работать. И мне бы хотелось еще вас спросить. Вот Байкал сами затронули, я не затрагивала, и поэтому приходится обратиться вот вопрос. Река, Байкальский регион, озеро Байкал, и Байкальский национальный парк, Забайкальский национальный парк, и вот эти вот, значит, заповедники, они все вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Да. И теперь, значит, принят закон об озере Байкал Российской Федерации, где, значит, оговаривается в пределах 200-километровой зоны, там ничего не должно нарушаться, и озеро Байкал, ну, как бы достояние человечества, больше не буду говорить, да? Но почему на сегодняшний день рубится лес при Байкале, Забайкалье? Я в прошлом году была и в Забайкалье, в этом году планирую быть при Байкале посмотреть. Подпорим все это, как рубится, вывозится в Китай, строится вот это вот водовод, это вот район Култука, вот, где бедный выступает, это водовод, который все нарушил.
Вот где региональные власти смотрят. Уже запретили же водовод. Ну, запретили якобы, Человек запретили, вопрос приостановили. решен, почему Это человек должен был выйти, да, вот. А общественные организации писали сколько? Общественный совет писал это, эти регионы. Не, но Ну вот- запретили. Есть не всегда, но есть Ну результаты. почему до такой по вырубке, степени, до болезненной точки запустили? Вот это я хочу спросить. Вопрос риторический. У нас у снера в фекалии И, утопает. а мы значит, решаем значит, вопрос. Уважаемые коллеги, давайте. значит, таким образом. Теперь идут большие пожары. Вот это искусство, вы это знаете. Прошли огромные пожары в Забайкалье. Погибло 1800 голов скота. Это 40 поселений сгорело. Где-то около 1800 домов сгорело, да? Ни в одной федеральной печати ничего нет. Никто не реагирует, да? Это что такое? Это, оказывается, делает поджог, и вот говорят, вот китайцы делают поджог для того, чтобы скрыть следы своего, как бы, своей деятельности. Здесь, зачем принимать закон о Байкале? Зачем его включать в список всемирного наследия? Из-за того, что Байкал вот в такой вот состоянии находится, теперь ЮНЕСКО не принимает ни один, значит, объект вот, от России на список всемирного наследия, не принимает. Тоже санкцию объявили, пока Байкал не приведете в порядок, у вас ничего У такого нас не будет. 31 мая в Бурятии Ну, это что будет такое? сообщество по Байкалу отдельно. Вот Владимир Григорьевич будет, Владимир Петрович будет отдельно по Байкалу. По китайцам одной компании уже запретили. Но вы знаете, по лесу в Иркутской области там просто такая мафия. Чуть ли не сняли на Валентика, Рослесхоз. Это участвуют и правоохранительные органы, МВД. Сейчас там снимают следствие. Но хорошо, что сейчас внимание государство с нашей помощью, с вашей, обратило. И потихонечку, все не в обороте, но часть беспредела уже сходит на нет. Что там раньше просто были дикие вырубки, просто страшно. Сейчас уже меньше, уже ФСБ, МВД рейды проводят, уже Рослесхоз. Мы подняли вопрос, сейчас будет там, в мае вот по этим вопросам. Но это, знаете, криминал, это не государство, его побороть там, с ним гораздо сложнее решить вопрос. Нет, ну вот Путин сидит и говорит, Валентик должен принимать меры. Как это? Друзья, ну, Ясно, да. Нет, Ну, ну, я вот пожары, чему на клоню, пожары да. правительство выезжает. Сейчас вот закроют Байкале, Забайкалье, они придут к нам. Придут, надо не пускать. Вот придут к нам, вот Не скоро в Алёкминском, Веленском районе будут рубить. Это уже... Есть общественная палата, Алексей Григорьевич не допустит. Так, Ну, у нас общественная палата тоже какая-то вопрос? весьма. Так, уважаемые коллеги, еще вопросы? Нет, Пожалуйста. У меня не вопрос, Амуян Манган Дашевич, зампредседателя Общественного совета Министерства внешних связей и делам народов. Просто вот продолжение темы, которая прозвучала. Владислав Валерьевич, вы сказали, что Общественная палата Российской Федерации, там слабо представлены регионы. И вот, да, есть ряд проблем. И вот ряд вопросов, которые поднимается, безусловно, требует более активного участия, видимо, представителей из регионов, потому что ряд вопросов, скажем, где пересекаются интересы разных регионов. Да, и если это возможно. Друзья, я напоминаю всем вам, у нас же конкурс, открывайте сайт, подавайте документы. Все по конкурсу. Так вы что вот все говорят, что ко мне. Так там же конкурс. Многие люди, они даже не открывайте сайт, рекламирую сайт Общественной палаты Российской Федерации. Заход, просмотр совершенно бесплатно, участие бесплатно. Я просто хочу, чтобы вы знали, единственный минус какой. К сожалению, но не решенный, это прилеты на общественные советы за свой счет. Вот это самый минус. Ведомство не компенсирует. И поэтому многие у нас не подают. Вот проблему 2 года решить, даже 4 года не можем решить. И, конечно, вот есть есть эта проблема. Это бюджетный кодекс, межбюджетные отношения, и формально не может никто финансировать. И вот это, понимаете, такая ваша нагрузка, плюс еще одна финансовая. Ну вот пока вот это вот одно из таких вот условий, которые не все могут выполнить. У нас Асаева Татьяна Николаевна рекомендована. Я знаю, Дальний Восток. Вы мне напомните, если Егорович, да. Пожалуйста. Давайте вот пару вопросов еще зададим, потому что время вот и мы подняли.